Да вознаградит вас Аллах. Спрашивающий говорит, что любит вас ради Аллаха, а затем спрашивает: у меня отец, да смилуется над ним Аллах, умер в этом году в месяце Рамадан. Как же мне проявить к нему почтение после его смерти? Да воздаст Аллах вам всем благом. Просим Аллаха смиловаться над ними, смиловаться над всеми умершими мусульманами, и чтобы Аллах простил его, ибо Он лучший прощающий. Также просим сделать нас из числа самых благочестивых к своим родителям. О Господь, своим величием и могуществом дай нам в подчинении им самое лучшее из того, что Ты даешь ради Него. Первое, что Тебе необходимо, проси Аллаха. Скажи: о мой Господь, сделай меня благочестивым к своим родителям и не сделай меня непокорным им, так как мольба ключ всему благому. Покорность родителям в руках Аллаха дает лишь тому, кому пожелает. Есть люди, которых миловал Всевышний Аллах из своей милости быть покорным своим родителям. Покорность родителям не приобретается закятом, силой или мощью, ибо это милость от Всевышнего Аллаха. Посему сказал Иса аят: «Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным». Также сказал Всевышний Аллах про своего пророка Яхья аят: «Почтительным к родителям и не был гордецом и ослушником». Все это является из милости Аллаха. Второе. Ты должен создавать причины, которые помогут тебе быть или проявить почтение к родителям, а это вспомнить, какую великую награду и вознаграждение тебя ждет за это у Всевышнего Аллаха. Вспомни, со смертью родителя у тебя началась новая покорность, и оно самое правдивое из почитания к родителям, так как покорность к родителям и почтение их в этом мире может быть связано с приукрашиванием. Там может быть показуха, чтобы тебя хвалили родители, отец или мать. Но после смерти отца и матери тебя никто не слышит, кроме Аллаха, и тебя никто не видит, кроме Аллаха. Вот тогда ты будешь находиться, то есть после их смерти, в состоянии самым правдивым почитания родителей. Самое искреннее и чистое почитание к родителям проявляется после их смерти. Во-вторых, родители крайне нуждаются в твоем почитании, чем если они были бы живыми, так как, будучи покорным в этом мире, то есть будучи живыми, ты удовлетворяешь их нужду, связанную с этой жизнью. Но когда они умирают, покидают, то они находятся в могилах и не знает их положения никто, кроме Аллаха. Одна лишь мольба твоя, где просится о прощении родителей, приравнивается ко многим вещам. Сколько отцов, находясь во мраке своих могил, Всевышний Аллах осветил их по своей милости в первую очередь, а затем по причине мольбы его сына. Сколько же матерей, находясь во тьме могилы и сжатости ее, осветил ее могилу и расширил ее. В первую очередь по своей милости, по милости Всевышнего Аллаха, а затем по причине мольбы ее детей. Почитание родителей более востребовано после смерти. Твой отец сейчас нуждается в тебе, даже если они были праведниками, а ты со своей стороны проси Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля увеличить их дела и расширить их могилы, чтобы Аллах осветил их могилы. Вспомни, в этот час они больше нуждаются в твоей мольбе. Почитание их после смерти, покорность им требуемая. Представь, брат, если тебя похоронили бы в комнате в размере твоего тела, эта комната вокруг тебя расширилась, а затем сжала тебя, и ты находишься в этом состоянии до самого судного дня. И какое счастье тебя охватит, когда эта комната расширится перед тобой и осветит тебя в ней. Если ты скажешь за родителей: «О Аллах, прости моих родителей в могиле», «О Аллах, распахни для них могилы и расшири их, и освети их для них», представь, какую радость ты им доставишь, и таким образом ты поступишь к ним наилучшим образом. Твои родители более нуждаются к тебе после их смерти.